Нина Ивановна со своим супругом Владимиром Ивановичем на днях приступили к уборке картофеля. С 5 соток обычно у них выходит по 6-7 мешков, но пока же собранный урожай поместился всего в 4. Картофель семья Бойко сажает в начале мая. Как и полагается, вовремя окучивали, пропалывали, поливали. Однако в этом году клубни всеми любимого овоща не крупные. Картофель не совсем уродился. Как вы, довольны урожаем, нет? Ну, естественно, все свое, довольны. Слава Богу. Уже к 20 ведрам накопали, еще сколько копать. Хватит нам. Дочь накопает. Как бы там ни было, Нина Ивановна довольна собранным урожаем и с мнением, что содержать сейчас сад невыгодно, совершенно не согласна. Пойди, этот же укроп, этот же лучок. Кто работать, наверное, не хочет, тому невыгодно. А это я все сорвала свое, и морковку сорвала, и баклажан, и перчик, и капуста своя, и помидоры, все свое. Варенье наварили, уже 150 банок увезли в гараж, насолила, накрутила и компотов, и варенье, и соленье, и салатов. Все, и кручу, продолжаю. Сейчас 5 банок закрутила, и в сад поехали копать. Картофель в этом году плоховат, признается и Антонина Золотавина. Ее участок находится в том же 4-м саду. Удобряли, не знаю почему это. Какой-то, наверное, такой осадок выпал, что она сразу начала желтеть. Картошка в этом году плоховата по сравнению с тем годом. Зато на сотках Антонины Тимофеевны уродились и другие овощи, и сладкие арбузы. Но, несмотря на радость от результата весенне-летних трудов, есть и свои проблемы. Ну, можно же выйти, эти пообрезать, малина, особенно вот эти вот вишни, она вся разрослась. Я председателю говорил, я рабочим говорил. Все, это не мое, я на машине не ездию, она мне не мешает. Ну а зачем это нужно? Я что, должен всю вот эту трассу чистить, что ли? Вот. Автобус плохо ходит. Вот я всех соседей вожу, вот, бабушек. Но может же регулярно автобус ходить. По 3-4 часа они на остановке стоят. Я уже устал их собирать всех. Проблема с транспортом существует давно, но сейчас с появлением коммерческой автостанции в сады ездят и рейсовые автобусы, и маршрутки. Получать каждый год хороший урожай не выходит, но, по словам предыдущих героинь, чем-нибудь да порадует земля-матушка. К примеру, Галине Плотниковой в этом году удалось собрать большой урожай огурцов, которые растут на ветках. Раньше на веревках подвязывали, а потом придумали, у соседей, вот у Пряхиных было на вишневых палках. И мы теперь сухие ветки вишневые вырубаем и на их подвязываем. И вот огурцы по 3 метра. Иногда берем скамейку и со скамейки достаем. Урожай большой, ведер 20-25 собираем. Занимающий одно из первых мест на нашем столе картофель, пусть не совсем крупный, но есть. Как говорили издревле предки, будет картошка, зиму перезимуем. К тому же есть хороший урожай огурцов, помидоров. Словом, те, кто не боится усердно потрудиться в огороде, голодным точно не останется. Елена Афанасьева, Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.